Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 23 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев в TikTok. Друзья, я вас всех приветствую, сердечно причем. Приветствую всех наших новых подписчиков и, конечно же, наших верных старых всех подписчиков. Так, давайте я, как обычно, начну сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских оккупантов в Украине. За прошедшие сутки на 23 марта убитыми и ранеными русские террористы потеряли в Украине 1050 бандитов, 12 танков, 19 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 75 БПЛА, 39 крылатых ракет, 57 автомобильной техники и цистерны и 19 спецтехники. Слава ЗСУ, друзья, слава ЗСУ. Так, Максим, Бамут, алейкум, витаю вас, витаю всех свободных людей, друзья. Так. Сегодняшний свой стрим я назвал «Подставные фигуранты. Шокирующая правда. Крокус Сити Холл». И давайте об этом поговорим, друзья. Потому что события развиваются, и мы должны внимательно за ними следить. Дело в том, друзья, что это тот случай, когда тут мой личный опыт, мой профессиональный опыт, он и вообще мой жизненный опыт, он очень кстати именно про вот этим террористическим актом. Потому что как адвокат, как правозащитник, я очень много читал, ознакомливался с разными вот этими похожими террористическими актами, который был произведен вчера, совершен вчера в Москве или в Подмосковье, на МКАДе, в торговом развлекательном комплексе Крокус Сити Холл. И давайте об этом поговорим, друзья. Давайте об этом поговорим. Сейчас на Украину все хотят взвалить. Знаете, то, что делает ГУР, Буданов, то, что делает Подоляк, то, что делает Геращенко в отношении моего народа, как они беспринципно и беспардонно не относятся к моему народу, несмотря на то, что мы приехали, им помогаем, сражаемся. Мне нужно было бы промолчать и не поддерживать их в этом деле. Пусть русские на них катят бочку и обвиняют их в этом. В чем они не виноваты, конечно же. Украина в этом не виновата. Но так как мы на канале говорим правду, и у нас нет любимчиков и нелюбимчиков, мы вынуждены будем, не вынуждены, а с радостью будем говорить правду. И напомним Кириллу Буданову и другим там разным Геращенкам и Подолякам, которые аплодировали или принимали участие во время геноцида моего народа, а сейчас ведут себя как-то беспардонно и нагло в отношении моего народа. Я просто хочу им это напомнить, что кто они и зачем они себя так ведут. А то они иногда поднимаются так высоко на разные там посты, становятся там какими-то суперполитическими военными деятелями и забывают, что есть там где-то внизу люди, с которыми вчера они, наверное, каждый день пересекались. Ну да ладно, это так, немножко камень в огород вот этих деятелей. А я бы хотел рассказать вам сегодня о ситуации, связанной с задержанием подставных фигурантов. Нам показали несколько людей, показали все по стандартной ФСБшной программе, как лежит человек, он весь трясется, ботинок русского солдата, русского офицера ФСБ или там какого-то другого там мерзавца. И показывают вот этих людей. Я сразу скажу, что я не знаю, виноваты эти люди в этом террористическом акте или нет, которых нам показали. Вероятно, исходя из практики, исходя из опыта нашего, можем сказать, что какое-то отношение они, скорее всего, к этому имеют, эти люди.
Может быть, они те, которые заходили, там, стреляли. Может быть, они там подвозили оружие. Может быть, они просто занимались перепиской. Вот эти полезные идиоты, которые полно вот в интернете можно найти, которые изображают из себя каких-то божьих мечей, там, вершителей судеб, да, которые абсолютно из себя ничего не представляют. Он сидит за компьютером и представляет, как он вершит судьбы людей, как люди умоляют его не убивать там, а он там нагло убивает его и так далее. В любом случае, кто бы не был причастен к этому террористическому акту, подставные фигуранты Главного управления Генерального штаба, так называемой Российской Федерации, Федеральная служба безопасности, так называемая Российская Федерация, все они мерзавцы, подонки и убийцы. Кто бы это ни сделал. Любой человек, кто посягает на жизнь женщины, ребенка, невооруженного мужчины, некомбатанта, тот является подонком и мерзавцем, который целенаправленно нажимает на курок и лишает людей жизни, удовлетворяя какие-то свои животные, зверские какие-то инстинкты. Но дело в том, я тут написал небольшой текст, писал в спешке, некоторые вещи как бы не успел всего проанализировать, я его просто вам быстренько прочитаю. И потом, конечно же, я буду читать ваши комментарии и прошу вас, чтобы вы скидывали информацию, как это было вчера, когда вы очень активно помогали мне во втором моем стриме, когда вы мне присылали информацию, ваши мнения, ваши версии, гипотезы, они очень интересны, очень важны, тем более это все остается под запись, и первые вот эти впечатления, первые моменты, они очень важны, потому что после уже все заваливается обманом, ложью, там, инсинуациями, и очень трудно потом найти правду. И сегодня то, что мы делаем, это останется в памяти, в интернете, это будет потом очень важно. И мы, конечно же, говорим только правду. Ну, давайте проговорим про вот этих задержанных подставных фигурантов. Если я говорю подставные фигуранты, я еще раз говорю, я не исключаю их вину вообще. Я просто сейчас прочитаю текст, и вы убедитесь, и вы поймете, что я хочу сказать. Итак, задержаны подставные фигуранты. Террористы, которые 22 марта совершили массовое убийство людей в Крокус-Сити-Холл, рвались в Украину, не доехал до границы всего 100 километров. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пособник убийства людей в школе Беслана, матерая пропагандистка Маргарита Симонян. Ими оказались выходцы из Средней Азии, якобы причастные к террористической группировке ИГИЛ. Подставные фигуранты, или как их называют в американском варианте патси, человек, который фактически не совершил преступление или является не основным лицом в преступлении, но используется для того, чтобы взвалить на него всю ответственность за преступление. Обычно всегда присутствуют в подобных серьезных и масштабных терактах российских спецслужб. На мой взгляд, в этом случае основными исполнителями в данном деле без сомнения являются сотрудники Главного управления Генерального штаба так называемой Российской Федерации, конечно же действовавшие по заказу Кремля и ФСБ. Патси напоминает нам, как это было в случае со взрывами домов в 1999 году. Тогда в роли подставных фигурантов были граждане так называемой Российской Федерации Адам Декушев и Юсуп Крымшамхалов, осужденные на пожизненное, в данный момент осужденные на пожизненное лишение свободы за взрыв дома в Волгодонске, расположенного в 16 километрах от Ростовской атомной электростанции. Более глупого плана, как попытаться прорваться в сторону Украины, придумать невозможно, так как граница между Россией и Украиной тщательно охраняется военными и спецслужбами России. Но на то они и патси, чтобы делать то, что им скажут. А этот штрих в деле уже напоминает направление их в сторону Украины, напоминает первый взрыв дома, произошедший 4 сентября 1999 года в Буйнакске,
когда сотрудники ГРУ по заданию ФСБ и лично Патрушева и Путина взорвали дом с семьями дагестанских военнослужащих, чтобы настроить дагестанских марионеток против чеченцев и связать это с спасательной операцией Шамиля Басаева в Дагестане, проведенной добровольцами под командованием легендарного чеченского генерала Шамиля Басаева. В этом случае нам предлагают подумать, что за этими фигурантами стоит Украина. Ну, двигались в сторону Украины. Это выглядит как стандартная схема, ничего нового в общем. Также важно отметить, что Путин и Патрушев утверждают, и ФСБ утверждают, что на месте было только 4 террориста, вот, совершали преступление. Тогда как свидетели говорят, что их было до 20 человек. Исходя из этого, исходя из того, что мы следили за развитием событий практически в реальном времени, мы можем заявить, что у входа были видны 4 террориста, стрелявших в людей в упор. Но также были и другие группы, находившиеся внутри концертного зала, и те, кто поджигал крышу здания. Попытка скрыть остальных участников акции также может говорить не в пользу ФСБ. В общем, в этом деле много косвенных признаков, указывающих на то, что за этой операцией стоит учреждение ФСБ и Главное управление Генерального штаба. Это включает в себя попытки вести следствие по ложному следу и способы использования пропаганды для освещения данного инцидента. С каждым днем таких фактов будет становиться все больше, поэтому сохраняем терпение и продолжаем внимательно следить за развитием событий. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, март 23 2024 года. Так, друзья, давайте я сейчас перейду к вашим комментариям. Ну, в принципе, вы поняли, что я хочу сказать. И это не выдумки какие-то, это из опыта. Вы легко можете сравнить все крупные террористические акты, за которыми торчат длинные уши ФСБ и ГРУ, или ГУГШ, Главного управления Генерального штаба, как ныне это называется, эта банда. Всегда там торчат всегда вообще в любой инсинуации, в любой фабрикации всегда есть слабые стороны этого момента. И эти слабые стороны нам, людям, которые имеют, ну скажем так, большой опыт наблюдения за тем, как они это все освещают, как они проводят террористические акты, потом как их освещают, мы можем сразу делать умозаключение, что вот тут что-то не так, тут что-то не так. Даже знаете, как это происходит? Даже это на подсознательном уровне уже, на интуитивном уровне. Ты уже понимаешь, что тебе хотят морочить голову. Поэтому давайте следить, и я хочу услышать от вас, друзья, какие моменты и нюансы вы заметили в этом деле. И это очень важно. Так, давайте перейду к вашим комментариям. Слава, ты же мусульманин, такие вещи. Ну так, это у нас троллики к нам заскочили. Саргон Ломар. Крокус Холл. Дело рук, разрешенное в России террористической организацией ФСБ. Совершенно верно. Не мужчина тот, кто вправду лицо не скажет. Сансей. Россия преступная страна. Чекисты, людоеды все и устроили. Да, Исай? Абсолютно так. И знаете, ва алейк салам, адыге черкес. Знаете, еще очень важен момент, почему именно в Крокус-Холле это произошло. Крокус-Сити-Холл. Почему? Мы знаем, что Агаларовы, это бакинские, азербайджанские евреи, оттуда евреи из Азербайджана, они на очень хорошем счету, очень хорошо себя чувствуют в России, в Москве. И вот в последнее время, как мы знаем, у России отношения испортились, мягко скажем, с Израилем и с евреями. Ну, конечно, есть кадыровские евреи, такого кадыровского типа, предатели, такие как Соловьев, там другие Ходорковские, еще другие какие-то типы, которым уже клейма ставить негде.
да, и даже там Кадырову, да, им фору еще даст, они дадут фору Кадырову, вот до того уже, заклейменные просто. Но вот Агаларовы, не знаю, являются ли такими или нет, но именно то, что произошло, мы не сомневаемся, мы исходим из позиции, я исхожу из позиции, что я не сомневаюсь, что за этим терактом стоят российские спецслужбы, лично там Путин с Патрушевым, то получается, что у Агаларовых проблемы с Путиным, с Патрушевым. Выбор вот этого торгово-развлекательного центра говорит о том, что этот человек уже неприятен, опасен. Да? Поэтому может начаться еврейские погромы, я хочу сказать, что это не просто этот выбор, потому что евреи очень, ну, есть пророссийские евреи, как есть пророссийские чеченцы, но также есть и категорически против вот этой фашистской русни настроенные евреи, и как и чеченцы. Поэтому, а вот эти категорически настроенные евреи, они нежелательны в Москве, в России, и я боюсь, что могут последовать такие не особо афишируемые отжимания бизнесов, выкидывания, ну и, короче говоря, антисемитские репрессии могут начаться. Это может быть первым таким признаком. Причем, ну, как бы все складывается, да, люди, которые сейчас обвиняются, вот эти подставные фигуранты, связанные с ИГИЛ, там, афганским ИГИЛ, там, Хурасан, там, и так далее, тоже какая-то такая фейковая, такая непонятная организация, где пользуются прикрытием, не знаю, пакистанских спецслужб, я не знаю, русских спецслужб, непонятно, кто они там и чем они там управляются. Но, скорее всего, русских спецслужб, потому что вот они сразу взяли ответственность, написали, ну, и, ну, связь, то, что у Путина и у ФСБ, у ГРУ есть с ИГИЛ, в этом нет ни малейшего сомнения, друзья. И, кстати, очень подходит этот вариант, вот этот случай, который я тоже как много раз об этом рассказывал, но он не публиковался особо нигде, кроме нас об этом мало кто говорил. Дело в том, что в 2017 году террористическое учреждение ФСБ, расположенное во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, которое возглавлял тогда Игорь Хвостиков, такой был деятель, который ныне сейчас возглавляет УФСБ по Татарстану, дал команду, и второй полк имени Ахмада Кадырова в 16 и 17 году, в конце 16, в декабре 16 и в начале 17 дал команду, и было задержано несколько сот молодых людей по всей республике. И, как мы знаем, второй полк имени Ахмада Кадырова, вот это Росгвардия, это все вооруженные силы ФСБ. И второй полк имени Ахмада Кадырова, это тоже миньоны и являются вооруженными силами ФСБ в Чеченской Республике. Являлся командиром вот этого второго полка имени Ахмада Кадырова, являлся Аслан Ирисханов, который сейчас является то ли заместителем внутренних дел Чеченской Республики, после того, как это стало достоянием общественности, возбудились много уголовных дел, его перевели на повышение, он пошел, грубо говоря, или там является каким-то там главным в Грозном, бывшем Грозном, ныне городе, оккупированном Джохаре, главным ментом каким-то бывает, является там. Ну, тоже действующий или сотрудник, или офицер, или агент ФСБ, так как выполнял все приказы ФСБ. Но это так, для ясности картины, как говорится. Так вот, эти люди из второго полка имени Ахмада Кадырова задерживали людей по приказу Игоря Хвостикова у ФСБ по Чеченской Республике, допытывали, пытали людей, избивали и выявляли из них так называемых амиров, людей, которые им нужны были для своих целей. Новая газета сообщила нам о том, что 27 человек было убито. Я получал информацию, что тогда было убито около 100 молодых чеченцев. И эти, после того, как они казнились, их тела, ну давайте по порядку, их сперва долго допрашивали, выясняли там
их детство, их родственные отношения, там ничего связанного практически с терроризмом, там, с борьбой против путинского или оккупационного фашистского российского режима почти не было. Ну, спрашивали, кто твой дядя, где твой тетя, там, где у тебя рана, где ты там в детстве упал, там, такие вещи, которые казались очень странными для того человека, который слышал эти разговоры, когда их отводил, приводил на допрос к ФСБшникам. ФСБшники приезжали вот в этот дислоцированный полк, второй полк имени Ахмада Кадырова. Они там ночевали. Несколько было чеченцев ФСБшников, несколько было дагестанцев, русских, которые ночевали, оставались, возвращались в ФСБ. И вот таким вот образом они выясняли всю историю этих молодых людей. Потом этих молодых людей определили как амиров, некоторых из них. Амиров завели в специальное помещение, где Аслан Ирисханов, двоюродный брат, забыл его фамилию, Кадырова, или троюродный брат, и был такой Тамерлан, еще один такой мент, тоже фамилию сейчас не вспомню, все у меня есть написано. Они их заводили в соседнюю комнату, одному выстрелили в голову. Потом Аслан Ирисханов сказал, командир сказал, что будет запах крови очень сильно стоять, поэтому давайте их душить. Потом альпинистским канатом они этих людей душили и убивали таким образом. Клали на живот, закидывали. Ну, все описано вследствие. Человек непосредственно, который наблюдал за этим всем, он это все рассказал. Перед тем, как их казнить, они подписывали подписку о невыезде, и им объясняли, что все, вас отпускают и так далее. Они подписывали, телефоны у них изымались, подписку давали о невыезде, что они останутся под первому же требованию, придут в полицейский участок, и что они не выедут за территорию Чеченской Республики Ичкерия. Подписывали вот эту бумагу, потом их заводили в соседнюю комнату, казнили, вот эти люди, о которых я вам только что рассказывал. Рамзан Кадыров и его товарищ Абузаид Висмурадов курировали, подслушивали, там выясняли информацию, они встречались, туда приезжал человек, но главными были не они, главным был у ФСБ Игорь Хвостиков, был этим главным, кто организовывал это все дело. Он указывал, кого казнить, кого миловать там, и так далее. Ну, его следователи указывали из ФСБ. Затем с их телефонов, после того, как казнили, с их телефонов родственникам отправлялись сообщения, что мы добрались до Сирии, мы находимся в Сирии, мы на джихаде, за нас не беспокойтесь, у нас все хорошо, 3-10. Тела их сжигались на покрышках, на автомобильных шинах, и сбрасывались в реку Ас, другую реку, где это распространялось. Их тела хоронились, закапывались на мусорных свалках, на русских православных кладбищах, чтобы не искали родственники, там хоронили некоторых. И вот таким образом, по моим данным, около 100 человек тогда было казнено. Так вот, эти люди якобы уехали в Сирию. Из Сирии они присылали смс-ки, что, якобы из Сирии. Нет, на самом деле их документы и паспорта были отданы сотрудникам ГРУ, которые некоторые говорили по-чеченски, некоторые чуть-чуть владели. Сейчас очень усиленно, еще с 1994 года ФСБ является обязательной дисциплиной. Чеченский язык преподается в академии или в этой шарашкиной конторе ФСБ. И эти люди под видом чеченцев уезжали в Сирию. И там вступали в ряды ИГИЛ. Вот к чему я вам эту историю рассказываю, чтобы вы понимали, откуда, что за игиловцы могут быть. Оттуда уже они присылали со своих телефонов смс-ки своим родственникам: мы на джихаде, у нас тут все хорошо, у нас все тут супер, мы там встретились с этим, и так далее, и так далее. И под видом чеченцев, под видом родственников настоящих чеченских воинов, а это ребята, кто-то были родственниками, кто-то нет, но кто-то были родственниками.
И таким образом, например, после моей, например, гибели, мой племянник или там мой двоюродный брат какой-нибудь мелкий подрастает, и потом уже моим именем, который уже известный человек, там, сражаюсь там против фашистской России, под моим именем, что я уже, у меня есть уже легенда, у меня есть алиби, да, я мотивирован, я из семьи, которая сражалась, которая там гибла против России, соответственно, я не могу быть предателем и так далее. И вот подбирали специально люди под каждого человека, и около 100 человек с паспортами чеченцев были переправлены в Сирию. Это стало известно после того, как один из сотрудников второго полка имени Ахмада Кадырова в 2018 году приехал ко мне сюда, в Гамбург. Мы с ним составили первое заявление, первое с его слов мы составили заявление, потом это уже ушло там, журналистам там, и так далее. После этого был запущен так называемый московский механизм ОБСЕ по мониторингу за правами человека во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. К большому сожалению, ОБСЕ, как всегда, вело себя лицемерно и подло, так как это мониторинг за правами человека Чеченской республики Ичкерия был только лишь у них с 2017 года. Значит, до этого, если вас убили, вами никто не интересуется. Так всегда вела Европа по отношению к чеченцам, так она и вела и в этом случае. Но в это время мне в 17-м, 18-м, когда в 19-м году того парня зовут сотрудника второго полка имени Ахмада Кадырова, который в данный момент находится в одной из западных стран и находится по программе защиты свидетелей. Его зовут Сулейман Гезмахмаев. При странных обстоятельствах, после того, как он уехал, его дядя и отец погибли, умерли при странных обстоятельствах с небольшим интервалом между этим временем, между событиями вот того, что он сделал вот это заявление и так далее. И вот эти вещи стали достоянием общественности. Удалось тогда, благодаря тому, что Сулейман Гезмахмаев сообщил нам об этом, удалось тогда, не знаю, насколько это спасение, но люди не были казнены, были подготовлены для казни еще люди, но эти люди не были казнены, и им быстро дали большие сроки и отправили в тюрьмы этих людей. И, ну, по крайней мере, они не были казнены. Они сейчас находятся в местах лишения свободы. Это те, кого тоже готовили как актив для ИГИЛ в Сирию. Я эту картину вам с фактами, с возбужденным ОБСЕ, московским, так называемым московским механизмом это называется, рассказываю для того, чтобы вы понимали, что такое ФСБ, ГРУ, как они действуют. И эти кровавые убийцы, чеченцы, как вы все нас представляли, оказывались всего лишь жертвами предателей, которые перешли на сторону фашистской России и фашистского террористического учреждения ФСБ, которое нас всю жизнь убивало, начиная от НКВД, ЧК, ВЧК там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы должны все это знать, вы должны это все знать. И сегодня задержание вот этих таджиков или узбеков, я не знаю, кто это по национальности эти люди, мы увидели только кадры трясущегося от холода, от волнения, от переизбытка чувств человека, который говорил, что ему заплатили 500 тысяч и сказали, нужно убивать людей. Может быть, он убивал людей. Может быть, он всего лишь болтал, переписываясь там с разными людьми, когда ему скидывают 250 тысяч, и он думает, он умный, получает бабки, сейчас он возьмет бабки, и так далее, и так далее. Он говорит, я половину получил, 250. Но это то, что мы успели услышать. А 250, например, должны были ему оплатить попозже. После того, как произошли вот эти события, они просто могли сесть в машину, им сказали, выезжайте в Брянск, там у вас есть дом, там спрячетесь. Тут что-то случилось. Они могли вообще не принимать участие. Или же, как это было в 99 году, как два карачаевца, Крым Шамхалов и Декушев,
сказали им перевести краску, как им объяснили, и они в грузовик загрузили. Может быть, они знали, что там взрывчатка, может нет, но взрывать они не собирались, как они говорят. Они поставили машину во дворе дома в Волгодонске, который расположен был в 16 километрах от атомной ростовской электростанции. Это один из террористических актов, который совершила тогда ФСБ, для того, чтобы запугать Запад опасностью исламских террористов, близостью их проведения теракта, близостью с атомной электростанцией, самой большой российской атомной электростанцией, расположенной в европейской части России. И это было сделано для того, чтобы запугать Запад, и чтобы агентура здесь, на Западе, которая в огромном количестве, и как в Украине еще она не зачищена до конца, также здесь она даже не начата еще зачищаться. Вот эта пророссийская, КГБшная, ГРУшная агентура, которая огромными деньгами сюда накачанными, уже здесь куплена и подготовлена. Надеюсь, это все будет в процессе происходить и так далее. Поэтому тогда вот этот Крым-Шамхалов и Декушев были обвинены, как вот эти ребята, которых сейчас задержали, в том, что они причастны к террористическому акту. По всей видимости, какое-то отношение Крым-Шамхалов и Декушев к этому имели. У меня есть кое-какая информация по этому поводу. Я не могу утверждать, что это так, но есть основания предполагать, что какое-то отношение они к этому имели. И как вот эти задержанные, вот эти фигуранты, также, по всей видимости, я не знаю никак про тех, ни как про эти, имеют они нет. Но чаще всего какое-то отношение, косвенное какое-то отношение всегда кто-то имеет. Поэтому пока мы этого знать не знаем, но я могу сегодня утверждать, что эта группа, даже если она имела к этому отношение, она являлась такой приманкой для отвлечения внимания для следствия и для следствия и для общественности. Для следствия и для общественности. И вот сейчас мы видим, раскручивается вот эта схема, что вот там таджики, узбеки. Более того, я вам могу сказать, что я человек, который постоянно мониторит интернет. Я председатель правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия, немецкой чеченской правозащитной ассоциации, который постоянно, как вы знаете, тратит все свое время на то, чтобы изучать эти вопросы. И могу сказать, что было уже очевидно, что будет отмена моратория на смертную казнь, что нужен какой-то террористический акт, что готовятся посягнуть на мигрантов, которых, по-моему, миллионы проживает до сих пор в фашистской России, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других местах. Также мусульмане, которые ходят по Москве, снимают там вот эти бойцы, вы видели, да, которые тут хотят быть похожими на Конора Макгрегора. Не только один там деятель, который изображает из себя Конора Макгрегора, там они все пытаются стать очень такими успешными, богатыми и так далее. А у них не хватает мозгов понять, что их сейчас используют, чтобы вокруг них собирались люди, молодежь мусульманская, кавказская, спортивного, болельщики, которые их поддерживают, для того, чтобы их всех собрать и отправлять на фронт. Все в Москве и в больших городах фашистской России, спортивные клубы, все находятся под контролем силовиков. Все это переписывается. Мигранты, в первую очередь сейчас, как мусульмане же виноваты, они нам будут это все представлять. Уже ИГИЛ, там, 3-10. Нам будут рассказывать о том, что вот эти мигранты и вот эти кавказцы там, и другие третьи мусульмане заселили, и русские будут аплодировать. Русские, как обычно, будут аплодировать. Они сейчас все понимают прекрасно, что их убивали и в 99-м году их же спецслужбы, и сейчас меня же слышат и знают, и есть ведь не глупые люди на России. Но при всем при этом, если их не трогают, это такой негласный договор у них с этой фашистской властью, со своей, что мы молчим, как будто ничего не происходит, да, что вы забираете там узбеков, таджиков, чеченцев, дагестанцев, ингушей и так далее, а вы нас не трогаете, вы нам позволяете.
Да, да, это такое соучастие, такое пассивное соучастие, иногда не пассивное, даже очень даже активное соучастие российского общества в преступлениях террористического учреждения ФСБ и их миньонов ГРУ. Или Главного управления Главного генерального штаба ГРУ Российской Федерации, так называемое. Поэтому, друзья, события развиваются интересно. Я думаю, что как и взрывы домов, одним этим терактом это не ограничится, по всей вероятности, потому что, во-первых, мы ведем определенную работу, и люди уже на России, при всем при том, что они являются молчаливыми соучастниками, ну, когда их уже самих касается, вот зеленое вещество в голове у людей начинает очень-очень активно работать, когда это касается лично тебя, и ты понимаешь, что ты можешь попасть на фронт, или же просто замоченный где-нибудь там в торговом центре. Поэтому люди начинают все критически подходить к любой информации. И самое главное, что у Путина с Патрушевым и у ФСБ репутация очень плохая. За все это время они ее так себе подпортили, что а, ну, короче говоря, что веры никакой нет к этим людям. Даже достаточно того, как есть такой Пивоваров, и редакция есть у него программа, когда он про взрывы домов тогда снял ролик, и почитать комментарии просто. Все русские знают, уже все знают, что взрывы домов 99 году, когда обвинили в этом нас и совершили геноцид над чеченским народом, это было дело рук ФСБ и российских вот этих деятелей, которые пришли к власти и до сих пор находятся в этой власти. Поэтому, друзья, я думаю, что всем нужно быть очень внимательным. И мне тут говорят, читайте комментарии, да, и я могу еще много вам рассказывать. Давайте, да, вы правы, я буду читать ваши комментарии, потому что сейчас очень важно, что увидели вы, мои думающие, интеллектуальные подписчики, друзья. Давайте послушаем. Почитаем ваш комментарий. Так, смотрите, я до конца вниз перемотаю. Пожалуйста, кто написал умный, важный, необходимый комментарий, пожалуйста, повторите этот комментарий, потому что чтобы я не искал все комментарии. Шалом алейхим, ассалам, всем свободным людям. Как я предполагал, козлов отпущения нам уже представили. Да, я думаю, это не конец истории, да, чеченские сионисты, да. Так. Слава Ичкерии, героям слава. Так, читай комментарии, ясно. Так, давайте комментарии читаем. В России нет мужчин уже от слова 0-0. Всех их нагнули давно, еще в 90-м году. 99-м, да, это последняя капля была, да, Милана Павловская. Ну, мужчин это неправильно, наверное, сказать, но достойных людей, которые готовы сражаться за свои права, за своих соотечественников, нет. Так, основной адвокат ЧРИ. Нет, я не адвокат. Я лишен статуса. Я работал адвокатом в Москве, был в коллегии, московской коллегии адвокатов, в палате адвокатов московской. Ну, был лишен статуса уже давно. Ну, что, конечно же, само собой разумеется. Слава Ичкерии. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бек. Салам ассалам. Путин пришел на крови и уходит на крови. Да, это причем на очень большой крови, я так полагаю, мы идем просто к гигантской крови просто. Сейчас будет объявлена всеобщая мобилизация. Ну, давайте дальше продолжим вот весь мой этот спич. Если за этим террористическим актом стоят российские спецслужбы, то что они преследовали? Понятно, что, например, если это были исламистские какие-нибудь террористы, они преследовали там ужас, вселить там страх туда-сюда. Если бы это были украинские спецслужбы, кстати говоря, давайте эту версию тоже нужно как-то ее обсудить, потому что украинские спецслужбы
как бы первые, которые обвиняются, как когда-то мы чеченцы обвинялись, сейчас украинцы в этом обвиняются. И давайте посмотрим, какая выгода Украине. Зачем Украине посылать людей, подготавливать, связываться с какими-то исламистскими террористами, которые полностью дискредитируют эту Украину, когда она может послать дрон туда спокойно, и никто ее не обвиняет в теракте. Она бьет по НПЗ, и все нормально. А по гражданским объектам Украина не бьет. Да, бывают какие-то ошибочные, может быть, но целенаправленно я что-то не видел, чтобы она била, чтобы по гражданским объектам. А Украина получает миллиарды просто денег и супер оружие. И вот представьте, что сейчас связывают это все дело с Будановым, с Зеленским, который отдавал этому приказ. И что тогда американскому народу говорить, что говорить европейскому народу? Как это объяснять, что люди, которых Зеленский и Буданов, никогда в жизни этого не сделают. Ни Буданов, ни Зеленский. Никогда. Это самоубийство просто для них и для всей Украины. Они лучше будут где-то там партизанить в лесах, да, уже отступят, как в самом начале войны им предрекалось, чем они пойдут вот на это без какой-либо пользы. Это точно так же, как нам привязывали взрывы домов в 99 году, когда за 2 года войны, когда русские убили 120 тысяч наших граждан, в каждом населенном пункте они совершали злодеяния, военные преступления, мы не убивали никого. Не взрывали никакого дома. Единственное, что сделал Шамиль Басаев, захватил целый город в Буденновске после того, как убили за один день 14 членов его семьи. И провел там со своими бойцами бой, и со своими потом ранеными, убитыми и там заложниками отступил пленными ментами, другими, и уже там в больнице были заложники. Отступил к больнице. Мы за это самое такое страшное, то, что мы сделали, так, если так. Это диверсионная акция, которая абсолютно логично. Они не убивали мирных, они требовали остановить войну. Эти зашли просто зверье, самое настоящее зверье. Это тоже как было в Израиле на день рождения Путина 7 октября. Просто заходят и людей расстреливают. Это провокация. Чистейшая воды провокация. Без требований, без каких-либо пользы для окружающих, там, кто их может заслать. Просто тупо убивать людей. Просто дискредитация себя, окружающих, всего, что только возможно. Точно так же, как мы этого не делали. Нам это было невыгодно. За 2 года мы это не сделали, первой войны. Потом, когда русские террористы вывели свои войска, наша страна лежала в руинах, разрушенная. У нас агентура российская работала. И нам еще нужно было идти взрывать московские, там, буйнакские, какие-то другие дома, дагестанские, там, рязанские и так далее. И мы тогда бы в 99 году не узнали бы, все повесили бы на Крым-Шамхалова и Декушева, если бы в Рязани уважаемый гражданин Картофельников, Алексей Картофельников, возвращаясь 21 сентября домой, не заметил бы 7 «Жигули», откуда 2 мужчин и 1 женщина заносили мешки с гексогеном, взрывчаткой. И потом были задержаны эти мужчина и женщина уже на квартире, на конспиративной квартире. Эти люди были задержаны. Уже возбудили дело по статье терроризм. И тогда вышел Николай Патрушев, русский Фредди Крюгер, и сказал, что это были учения, там не было никакой взрывчатки, а был сахар. Только тогда мы узнали. На этот раз я сомневаюсь, что есть какие-то силы в России, которые могут задержать этих террористов. С учетом того, что вот сейчас нам вот этих среднеазиатов вот нам подбросили, сказали, вот это и есть те исполнители, которым заказали теракт там с Афганистана, ИГИЛ, там, 3-й, 10-й и так далее, и так далее. Поэтому, если же какие-то, конечно, сейчас ГУР накопает, ЦРУ накопает, 100% нам информацию, сейчас мы будем получать информацию, потому что в любом случае это не может остаться незамеченным, потому что еще 8 марта посольство Соединенных Штатов Америки и другие посольства европейских стран в Москве предупредили своих граждан не посещать места скопления места скопления людей, так как ожидается в течение 48 теракт. На второй день, 9 марта, были убиты 2 граждан Казахстана,
которые якобы по связям ИГИЛ там сразу обвинили и так далее. И немножко отложили этот террористический акт. Но далее откладывать им было это невозможно. Потому что Путину все горит в Украине, понимаете? У Путина все плохо. Все отвратительно плохо. Сейчас, если бы русский народ был бы народом, нацией, обществом гражданским, они просто вышли бы на улицу все. Если выйти по одному, их будут уничтожать. Если просто массово все вышли бы, просто или на работу не уходили, объявили бы там стачку какую-нибудь. В корне все изменилось бы, в корне. Но русские до того трусливо молчат, что их сейчас отмена будет моратория на смертную казнь. В России смертная казнь существует. Просто введен временный мораторий еще Ельциным. Для того, чтобы понравиться Западу после геноцида чеченского народа, опять же, из-за нас русские вас массово не расстреливали до сих пор. То есть из-за того, что они нас убивали, и им нужно было торговать с Западом, понравится. Ельцин ввел мораторий на смертную казнь. Так вот, мораторий на смертную казнь отменяется одним росчерком президентского пера. То есть вашего террориста Путина. И будут массово расстреливать людей и отправлять на фронт. Вот к чему вы все подошли, россияне. Из-за вашего молчаливого, трусливого неучастия, согласия со всем и так далее, и так далее, и так далее. Ваши мужчины сейчас гибнут на фронте, вас погружают в хаос, страх, и все несогласные, кто написал комментарий, кто где-то что-то высказался, будут репрессироваться, отправляться на фронт, расстреливаться на законных основаниях. На законных основаниях. Это все было в истории России, в истории русского народа, советского народа. И сейчас это снова повторяется. Сперва они всех забрали, вот этих, всех ура-патриотов, турбо-патриотов за 200 тысяч, за 150 тысяч, кто готов был убивать украинцев. Потом они всех бомжей, бичей, алкашей со всех вокзалов собрали. Теперь они собирают всех мигрантов, мусульман, там, самые незащищенные. Сперва кто шел добровольно, потом самые незащищенные, вот эти бомжи, бичи, вот эти уличные. Вот это все, они никому не нужны, им ничего не интересно. Потом идут следующие, идут тоже самые незащищенные. Вот эти мусульмане, которыми вас всех пугали, какие эти ужасные эти мусульмане. Они самые после бомжей идут, мусульмане у вас в стране. Это мы знаем. И мигранты, и все остальные. И вот их всех будут забирать. Вот к чему мы подошли. Пока они будут голодать, никто не будет возмущаться. Самое интересное, человек с грузинским ником, когда они голодают, они едят друг друга, а не власть. Их очень хорошо описал Литвиненко, которого они отравили полонием, бывший сотрудник ФСБ. Он сказал, что его соратники, его сослуживцы, очень смелые ребята, они готовы на спецоперации прыгать там в гущу там, террористов, бандитов, там, воевать, там, что-то делать. Но когда им говоришь, а давай нашей власти, вот этому нашему командиру, прямо скажем, ты вот так-то, они начинают трястись. Я не знаю, что это за холопство такое, что это за люди, которые готовы умирать, но не готовы сказать слово в свою защиту. Путин устроил теракт для новой мобилизации на войну. Но если исходить из тех событий, которые разворачиваются, да, именно для этого сейчас будут забираться все мусульмане. Вот три вещи, которые сейчас преследоваться будут. И еще это будет развитие этих событий. Я думаю, терактами, это может, вот этими терактами не ограничиться. Будет продолжение, может, этого всего быть. Потому что в моем понимании, они собираются отмена моратория на смертную казнь, мобилизация, массовая мобилизация, просто всеобщая мобилизация. Ну и как бы еще больше закручивания гаек. Вот этот террористический акт именно вот для этого очень подходит. И знаете, вчера, когда они начали вот про эти косвенные признаки, которые подтверждают, что это сделали спецслужбы России, когда они начали говорить там, что металлодетекторы там стояли, там что-то это делали, какая-то
ну, туфту начинают гнать. Люди с автоматами, людей просто расстреливают, заходят, на видео видно, металлодетекторы там всякие, они там, ну, мимо просто проходят этих металлодетекторов, они нам рассказывают про разную туфту просто. И было очевидно, что 4 человека, то, что Путин, они нам рассказывают, это, ну, с такой масштабный пожар и такая перестрелка, но не могла ограничиться 40 убитыми людьми, получается. И, по всей видимости, они там, в этом концертном зале сожгли, расстреляли людей, закрыли, подожгли вот эти кресла, все это подпалили, и чтобы оттуда начался там гореть, видимо, есть чему, оттуда начался такой большой масштабный пожар. А люди, которые попрятались в разных там, в туалетах, там где-то в этом, под сиденьями, ну, испугавшись, люди там прятались. Вот эти люди, они фактически, ну, когда в этом огромном здании, когда нет света и дым, все, ты 2 минуты, и ты уже задохнулся дымом, и ты умер. И вот я думаю, жертв там реально, вот 115 они говорят, там может быть там на сотни жертв перевалить, да, на сотни. И это было очевидно с первого дня. И группа была не эти 4 человека, чтобы мы вчера это практически в реальном времени наблюдали. Потому что видосы сразу люди снимают и закидывают, и они сразу же, как это, вирусно расходятся. И в итоге мы понимаем, что если вот здесь идет вот группа, да, 19-12 минут, 19 там 30 минут, там какая-то группа в холле там начинает людей расстреливать, что если она через полчаса или там через 10 минут уже пожар бушует, то эта группа, эти 4 человека, они должны рядом держаться, потому что расходиться им тоже небезопасно, потому что их тогда могут, для этого они и вместе держатся, чтобы всегда прикрывать друг друга. То должны быть другие группы, значит, эти группы должны зайти туда, начать там стрелять, потом и они же должны еще по квадратам все это разделить. Он не может, вот эта группа отсюда там, 2 километра пробежать туда, там поджечь, потом пробежать 2 километра туда или километр туда, там еще там людей расстрелять. Так не бывает. Там должны действовать группы, которые друг от друга находятся далеко. И как бы каждый выполняет свою задачу. И по описаниям вот эти маленькие, худенькие вот эти парни, они у людей, у свидетелей, по описаниям есть 1,80 м, 1,90 м, с военной выправкой, плотные ребята, кто-то в кепках, кто-то в масках. Некоторые были без масок, некоторые были там, может, в гриме были. Непонятно, потому что правду нам сейчас очень трудно будет до конца все узнать. Поэтому, без сомнения, там, кроме вот этих 4 человек, которые заявляет Путин, были еще группы, без сомнения. Может быть, все являются сотрудниками, которые вместе проводили операцию. И самое главное, обычно террористы остаются на месте. Но куда он побежит? Куда? У него, ну, кому он все нужен? Он же вышел на пути Аллаха, умереть, все, конец его. А зачем ему бегать тогда? Принимай бой, сражайся до конца. Я вчера, когда мы это обсуждали, я думал, что это будут смертники, которые примут бой, умрут там, как положено, ну, как принято у них это все. Но нет, этого не произошло. Нам каким-то странным образом, после того, как вчерашний мой стрим закончился, я обнаружил, что они начали рассказывать, что скрылись на машинах, куда-то уехали террористы. Как? Там рядом, вот от этого Крокус Сити Холл, находится здание администрации, здания еще другие, третьи, там ОМОН, СОБР, там, ну, 2-3 минуты нужно, чтобы, 5 минут нужно, чтобы все съехались. Мы это наблюдаем в прямом эфире, никакие силы не приезжают, никто ничего не делает, ничего не приходит. Потом приезжает Бастрыкин, тоже любитель, путинский вот этот, прикрыватель всех его преступлений. И тоже было очень интересно увидеть, кстати, тоже было очень, вот, это косвенные моменты, которые сразу наводят на мысль. Я как-то занимался одним делом, Сапсан, взрыв поезда Сапсан был этот, тоже это патрушевская тема была, там тоже были использованы молодые чеченцы, ребята, которых вели грузин под видом абхаза, под мусульмане там и так далее, который внедрился в группу и там их там подбивал. Пацаны ничего не собирались делать, но
мусульмане, там вместе в футбол играли, каким-то вот такая вот тоже схема была. Так вот, когда там подорвали поезд, там еще до этого был еще один подрыв от этого попытка подрыва поезда Сапсан, туда якобы приехал сразу Бастрыкин, нам рассказывали. И когда Бастрыкин там был, произвели второй взрыв, там чуть ли Бастрыкину там осколками, там фуражку не сбило, там чуть его там не зацепило и так далее, и так далее. И это, а я знал это дело, я общался непосредственно обвиняемым с одним из обвиняемым в этом деле и изучал эти вопросы. Ну, как бы это было для меня как бы знакомо, скажем так. И тут я вот сейчас вижу, вчера сразу же, еще, ну, если там есть хоть один террорист, Бастрыкин никогда в жизни туда не подойдет. Идет Бастрыкин, там журналисты вокруг него идут, и он поэтому где-то там по холлу этому торговому холлу идет такой весь, такой важный и так далее. И сразу у тебя в голову возникает, значит, он убежден, и его охрана убеждена, что там нет ни одного террориста, а если эти террористы и есть, они для Бастрыкина не представляют никакой угрозы. Понимаете? И вот эти вещи, их нужно все собирать, их нужно все фиксировать. И, конечно же, и мы должны все это видеть. Это абсолютно стопроцентная постанова с использованием вот этих игиловских террористов, которых Россия, убивая чеченцев, пополняла своими ГРУшниками ряды этих ИГИЛ. И я уверен, что они до сих пор там где-то шляются и выполняют задания Родины, так сказать. Да? Ну, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Нас сейчас смотрит 5182 человека, друзья. Я прошу вас, кто не находится в России, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. В YouTube нас смотрит 5000. А 128 человек нас смотрит в данное время в TikTok. Поэтому, друзья, распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки. Если вы не находитесь в России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так. И распространяйте ссылку, друзья. Это так работает. Очень важно, чтобы, знаете, что важно? Если мы сейчас собьем волну и разоблачим вот этих преступников, это спасет очень многих людей. Это так работает. Если мы будем подыгрывать им, молчать, потакать им, то еще вы пострадаете. Я нахожусь в Германии, друзья. Я думаю только о вас, о тех, которых сейчас будут репрессировать. Хотя меня называют врагом фашистской России. Мой канал запрещен на территории фашистской России. Я объявлен иноагентом. Но я, опять же, несмотря на то, что бы ни было, я думаю о вас, друзья. Вы можете мне верить или нет, но я все это делаю для вас, чтобы вы выжили, чтобы вы знали, предупрежден, вооружен, как говорится. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Милагой, сенсей, милуй грязный. Ассаламу алейкум. Здесь много, это я сейчас не обращал внимания. Это явно не последний теракт от ФСБ. Конечно, конечно, я тоже думаю, что это не последний. Так, друзья, вы распространяете ссылки? Я что-то не вижу, чтобы вы поделился кто-то. Спасибо, не буду вас называть вашего имени. Спасибо, что поделились. Делитесь, друзья, ссылками на наш стрим. Да, 95-й регион, вот, там, Югумшдычева, Ичкерия, Бияшва. И это Казбека больше не будет. Казбека больше мы не увидим. Аслан, тот прокремлевский тролль. Все, его больше нет. Так. Аслан, лайка со старта. Сэм, Иван Сэм. Витаю тебя, дорогой. Аслан, почему есть все так, как ты говоришь, разведка США приписала теракт каким-то афганским игиловцам? Почему разведка США всегда работает на руку ФСБ? Ну, я не думаю, что и разведка США работает на руку ФСБ, но факт то, что ИГИЛ на самом деле есть такая организация, мы знаем, что они есть радикалы, есть фанатики, которые находятся где-то там в Афганистане, где-то там в пещере, может, где-то еще ошиваются.
И они реально взяли на себя ответственность. Почему всей информации не выдают американцы? Ну, я не знаю, это нужно у них спрашивать. Про взрывы домов в 99 году американские спецслужбы знали, кто это сделал. В 99 году взрывы домов террористической бандой ФСБ американские спецслужбы знали. Об этом у меня в интервью, если вы помните, Дэвид Саттер рассказывал мне, что он писал в американские то ли Госдеп, то ли в свои спецслужбы и просил дать информацию по поводу того, вот этих взрывов в 99 году. Ну, ему там дали понять, что там информация засекречена, ну, типа, что они знают. И он сделал вывод, что они знают, но это засекречено. Поэтому я не знаю, почему, с какой целью это делается, но американцы, знаете, на них все жалуются, что они информацию никогда не выдают, всегда получают, но никогда не отдают никакой информации или выдают только очень то, что посчитают нужным и так далее. И мне кажется, достаточно того, что они 8 марта предупредили нас, что будет террористический акт. И он произошел. И он произошел. Поэтому не знаю, я не знаю. США решительно осуждает теракт в Крокус-Сити, заявил госсекретарь США Блинкен. По его словам, Вашингтон осуждает терроризм во всех формах и проявлениях и солидарен с россиянами в свете теракта. Я полностью согласен с господином Блинкиным и точно так же осуждаю, да, поддерживаю его. Осуждаю, и я солидарен с невинными россиянами, которые и выражаю соболезнования всем погибшим и раненым, пострадавшим от фанатиков и как в Кремле, так и где-то там в Круассане или Хурасане, как у них там это называется. Они даже о рекламной кампании позаботились, говорит Гурт. Конечно, конечно, абсолютно так, Гурт. Именно всегда операция должна иметь прикрытие, конечно. Я думаю, ИГИЛ, родоначальник, это КГБ. Да, это я считаю тоже, абсолютно. Мы знаем, что вот ИГИЛ есть доказательства, у меня есть доказательства, да, у вас, у всех они есть, если вот этот случай, который я вам рассказал, когда они убивали чеченцев и своих сотрудников ГРУ отправляли в ИГИЛ с паспортами чеченцев. И также мы знаем, что Кирсан Илюмжинов, бывший президент Калмыкии, покупал, продавал нефть, торговался, финансировал этот ИГИЛ. Конечно же, ИГИЛ создавался вообще партией Баас, это функционеры партии Баас Саддама Хусейна в Ираке, которые полностью курировались, поддерживались КГБ или точнее ГРУ. ГРУ с ними было связано. Как-то так. Будет дальше продолжение боевых действий. Нина Бойкова. Абсолютно точно, Нина Бойкова. Не только будет, это будет поднятие на новый уровень эскалации и будет море крови. Вот к этому они все это подводят. Это не просто террористический акт. После взрывов домов в 99 году, когда было убито 307 россиян, около 1000 получили ранения, это был страшный террористический акт. Это было ужасно. 307 человек погибло. Но что последовало за этим? Последовал просто массовый геноцид чеченского народа. Массовый. И вы, русские, это делали. Вы, русские, это делали. Когда мы вам говорили, что это не мы, не убивайте, вы даже нас не слушали. Вы даже не считали себя, удостаивали нас выслушать даже. Ты что, ты оправдываешь? Да ты террорист, ты еще оправдываешь? Вот как это было. Конечно, это делается для эскалации, и будет много крови. Ты вернешься в Чечню? Конечно, я вернусь. После того, как мы деоккупируем нашу Ичкерию, конечно, я вернусь в свою Ичкерию. Будет эскалация конфликта. Конечно.
Иван Петрович, совершенно верно. И ИГИЛ создали бывшие офицеры Саддама, связанные с Россией. Да, да, именно так. Вот и повод для мобилизации. Да, для всеобщей мобилизации сейчас уже а, тотальной, массовой мобилизация никогда не останавливалась. Вот с начала вот этой войны она не останавливалась. Сперва деньгами, полезно идиотов, пропагандой, кого удавалось заманить. Они уже заканчивают, все, они, они бегут. Самые большие, вот я там недавно смотрел, не знаю, насколько достоверно, самое большое количество возбужденных дел, это вот это то, что дезертирство, бегут люди. Понимаете? Никто, все понимают, что они об стену бьются. Украинская армия – это стена, машина это, непобедимая европейская машина с украинским характером и с западными технологиями, понимаете? И нам рассказывают, что там оружия мало и так далее, и так далее. Я не верю, что там оружия мало. Я не верю, исходя из того, что украинцы там себя, что они там вытворяют с этими оккупантами. Я не верю, что там не хватает оружия. И те салаги, которые просто прут, они все поняли, бесполезно, все бегут. Моральный дух низок. Именно поэтому пошел Путин на этот отчаянный шаг. Этот явно откровенный шаг, о котором американцы сообщили и так далее, и так далее. Уже все было ясно. Все равно он пошел на это, они делают этот террористический акт. Будет тотальная мобилизация, тотальнейшая. Начнут с мусульман, вот, а мусульман достаточно, 1 миллион можно собрать спокойно. Только узбеков, таджиков можно собрать под 1 миллиончик. И так далее. Под этот шумок можно и остальных собрать, и так далее, и так далее. Но все, кто будут собираться, я обращаюсь к мусульманам, к мигрантам или не мигрантам, которые российские паспорта так стремились получить этот долбанный, я его порвал, кстати, этот ваш долбанный российский паспорт, который вы так стремились, мне стыдно за вас было, узбеки, таджики, как вы ходили в этой Россия, формах там, чтобы там вас там не обижали, не трогали, вас так они зашугали там. И вы там хотели стать больше русскими, чем русские, да? И вот это сейчас все будет заливаться, вот вас будут собирать. И я вас предупреждаю, если вы туда поедете, вы будете просто мясом. Сопротивляйтесь, оказывайте сопротивление, бегите, прячьтесь, что угодно делайте, но не едьте убивать невинных украинцев, и 100% вы тоже будете уничтожены или получите увечья. И вы никому нафиг не нужны будете. Вот так я вам скажу. Вы после ранения, увечья какого-то, или просто на поле боя вы будете лежать, если с вами не окажется рядом такой же, как вы, русские на вас плюнут просто. А русским говорю, если сейчас на мигрантов вот это все начнет отыгрываться, мигрантов начнут забревать. Если вы позволите сделать, вы будете следующими. Все, закончилось. Вы сколько вам не говори, вы все равно до того зашуганы, что вы ничего не говорите, не делаете. Ну хотя бы поймите, что это вашей жизни касается. И когда вот поднимается ажиотаж, они следят за обществом, они могут чуть-чуть отступить. А потом опять отступить. И все зависит от нашего, от вашего настроя. Насколько вы готовы защищать свои права, свои жизни. Так, давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Азия уедет, и Москва мусором покроется. Да там уже один мусор и есть. Да, я тоже когда-то отказался быть россиянином. Ах, Иван, ты еще и россиянин бывший. А, понятно. Я думал, ты украинец. Ну, изначально украинец. Ну, и гражданин Украины, русский гражданин Украины. А ты, значит, россиянин бывший. Ясно, ясно. Значит, не просто ты ко мне зашел. Значит, не просто. Значит, не просто. Так. Могут ли запустить ядерное оружие? К большому сожалению, Нина Бойкова, такой сценарий тоже не исключен. Причем они могут нанести этот удар как по территории Украины, так они могут его нанести по территории Белгородской, своей области, чтобы их никто не обвинил, что они по ком-то нанесли удар. В
Вполне может быть. Также может быть взрыв какой-нибудь атомной электростанции, которую совершил ИГИЛ. Теперь мы все же знаем, что это за этим Крокус стоит ИГИЛ. Да? Нам всем рассказали, что это ИГИЛ. И теперь раз происходит атомный взрыв какой-нибудь атомной электростанции на территории России, фашистской России. И все, и что, доказывая потом, что это уже не ИГИЛ там и так далее, и так далее. Но это катастрофа, это третье, десятое, это санитарная зона, отвод войск, нам нужно это там. Как-то Путин хочет выбраться. Не знаю, по какому сценарию они собираются пойти. Но то, что они собираются пролить еще больше крови, в этом нет ни малейшего сомнения. Еще больше сделать масштаб, эскалировать. Это так он действует всегда. Так они действовали. Всегда у них это прокатывало. И вот сейчас принципиально просто перед ними сила такая, что украинская армия, что Запад, которые принципиально просто заняли позицию. И они не могут, такой эскалации еще не было. Посмотрим, у кого первого дрогнет, как говорится, кто первый моргнет, как говорится. Посмотрим. Я думаю, Украина и Запад не моргнут. И я знаю, что если Украина и Запад не моргнет, то фашистская Россия, террористическая банда ФСБ, она точно моргнет. Точно 100%. 100%. Они всегда моргают. Просто сейчас все есть. Дело в том, что есть вот этот послушный русский народ, который можно посылать. Послушный, извиняюсь, тупой, который верит этой пропаганде. Ведь эта пропаганда изначально рассчитана на тупых. Она не рассчитана на умных. Понимаете? Она для тупых она просто рассчитана. Вот эти, их вот туда и посылают. Но они заканчиваются, и тупые заканчиваются. Уже все, понимают все. Все бегут с этой армии, с этой войны. Все бегут. Слава Збройным силам Украины. Героям слава. Однозначно слава. Я в Израиле много раз возвращаюсь к высказываниям Дудаева. Все идет по его сценарию. Да, все как он говорил. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И метод, который были использованы вот этими террористами, которые в Крокусе, и то, что было 7 октября в Израиле, это одинаково, абсолютно просто стопроцентная провокация. Просто тупо людей просто массово расстреливают, чтобы возбудить ненависть у той стороны. Все, больше никакой цели не преследуют, только стравить. Не за что, дякую. Слава Україні, героям слава ночі, героям слава. Мара даст хахил мальцайт Богу дубек. Сарил трайца, хитат раминуахтиса, мара даст арсат, трайприт минуахтиса. Какой доблестный человек, говорит, просто так сидит, рассуждает за спасибо. Даниил Киселев. Дело в том, что если ты, конечно, в финансовой или в денежном эквиваленте определяешь мое спасибо, то да, я сижу за спасибо, абсолютно. Я никаких финансов не получаю. Только если кто-то мне там донат какой-нибудь пришлет. Так я преследую конкретные цели. Я правозащитник, я юрист и я чеченец. Я сын чеченского народа, которого вы убили 30%. И я вышел за то, чтобы привлечь к уголовной ответственности военные и политические силы, ФСБшные силы, совершившие руководство фашистской России, совершившие преступления против моего народа, геноцид моего народа. Если вы считаете, что убив 300 тысяч наших людей, вам все забыли, там какой-то с 3 классами дебил образования Кадыров вам там танцует чечетку и там говорит, что он пехотинец, и все чеченцы молчат. Ничего подобного я сказать вышел. И сейчас я то, что рассказываю, я продолжаю свою борьбу. Не сегодня я вышел, вот сегодня вы тут заходите, 5000 меня смотрите. Нас 100 человек собиралось, мы годами сидим, этот
трем обсуждаем, выясняем и доказываем. И мы привели этот мир, мы, чеченцы, привели этот мир к осознанию тому, что вы ведете империалистическую войну во всем мире. И теперь советско-большевистского типа новая третья империя, которую вы попытались создать, она рушится благодаря нам. Некоторые погибли, 30 лет мы об этом миру кричали. Я дожил до того, когда нас услышали. Дудаев погиб, Абдурахман Тарханов умер, другие люди умерли. Но некоторые из нас дожили. Вот что мной движет. Мной движет желание сатисфакции, восстановления справедливости в отношении моего народа, которого вы убили, всех людей, всех национальностей наших граждан, и русских, и других наших граждан, которых вы убили. Вот что мной движет. Вот что мной движет. Это самый большой мотиватор. Никакие деньги мне не нужны. Ничего мне не нужно в этой жизни. И я не выбрал бы вас, ФСБ имеется в виду, в качестве врагов. Я это много раз говорил. Я знаю, насколько это опасная и жестокая организация. Циничная и беспринципная организация. Но вы, свора палачей, сделали меня своим врагом. И мы покажем вам, какие мы бываем враги. До конца своих дней мы будем вам враги. Вашему террористическому учреждению ФСБ. Что бы нам это ни стоило, как бы нам это ни было тяжело. Понимаешь? Вот что нами движет. И будет двигать, и мы будем заряжать этой энергией украинцев, других, третьих, которые еще до конца нас даже не понимают. Даже есть там ваши чуваки в этой Украине. Но Украина тоже придет к этому осознанию. Всему нужно время. Миру потребовалось 30 лет. Ничего страшного, да. Мы умеем ждать, Мы умеем ждать. Так. Я думаю, это твое последнее видео после таких высказываний. Бро Лгнат. Я очень много сделал этих видео, и я думаю, это мое не последнее видео. Ну, даже если оно будет моим последним, ну что ж, все мы смертны, и ты умрешь когда-нибудь. По крайней мере, я не буду видеть эту несправедливость и вот это зло, которое вы, ублюдки, распространяете на этой земле. Если я не смог очистить эту землю от вашего зла, то хотя бы я не буду видеть это зло. Отлично. Я выигрываю в любом случае. Я буду в раю, а вы сдохнете. Рано или поздно, да. И так бы. Спасибо, Зухра. Всем спасибо. Так, мы уже 80 почти минут в эфире. Ой, была и будет вечно. Ичкерия была и будет вечно. Да, Аллах. Ва алейкум ассалам, Турпал. Машвовер. Друзья, я еще минут 10 с вами посижу. Потом у нас разговиться надо. Пост, как вы знаете, месяц Рамадан. Как раз 1,5 часа где-то в эфире побудем. И можно будет закругляться. Я вас прошу максимально распространить наш стрим сегодняшний
Пусть больше людей узнает правду, друзья. Пусть больше людей узнает правду. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по трансляции. Пять с половиной тысяч вас максимально смотрело. В среднем 2400. Ну, неплохо, неплохо. Я думаю, информация о том, что мы говорим, это распространится. Сегодняшний стрим, мы побили все рекорды, и на сегодняшнее наше видео вышло в тренды. В тренды вышло. Около 300 тысяч будет просмотров, уже можно предположить. Ну так дальше давайте. Ну или хотя бы минимум 200 тысяч будет, посмотрим. Но это не важно. Важно, чтобы вы, люди, поняли, что нас пытаются обмануть. Пишут, что выявлен белорусский след. Террористов взяли на границе с Беларусью. Они прорывались к бульбафюреру. Нет, в Украину говорили. Иван, если вы шутите, скажите, что шутите. Потому что нам важно зафиксировать на самом деле вот эти моменты, чтобы знать, какие вбросы они делают, чтобы их опровергнуть. Теперь всех мусульман обвинят в теракте. Да, всех мусульман под это будут забревать. Уже начались облавы. Я заходил на таджикские, узбекские ресурсы специально посмотреть, потому что русские постоянно врут, а таджики, узбеки постоянно, когда их там преследуют, они у себя там начинают выкладывать. Заходил к ним, посмотрел, да, уже начинают... таджики уже начинают говорить, что там облавы идут, из торговых центров выводят там разных, молодежь там и так далее. И так далее. Будут им якобы задним числом выдавать паспорта и отправлять на войну. Типа россияне, короче говоря. Террористов взяли на украинской границе. Не на украинской, Андрей, границе, а за 100 километров как минимум. Это то, что Симонян нам соврала. Не на украинской границе. Хотят представить, что они двигались в Украину, украинскую сторону. Это один в один, как взрывы домов в 99 году. Когда русские сами устроили геноцид в Чабан-Махи и Карамахи своих граждан, дагестанцев. И когда те дагестанцы попросили нас о помощи, мы туда пришли, добровольцы, рядовые люди, добровольцы, во главе с Шамилем Басаевым пришли и вывели вот этих людей. И тогда русские взорвали, ГРУ взорвали дом в Буйнакске. Дом с военнослужащими. Это было сделано для того, чтобы связать вот эту спасательную операцию Басаева и теракт против жителей дома в Буйнакске с Басаевым. Вот сейчас вот они ехали в направлении Украины. Зачем в сторону Украины? И давайте логику, немножко придадимся логике. Кто такие игиловцы, если они просто людей рассеяли? Это фашисты. Это самые настоящие, это братья ФСБшники, это НКВДшники. Стопроцентные, один в один. Просто по идеологии, по отношению к человеческой жизни и так далее. И они ненавидят, по своей логике, вот эти игиловцы, они по своей логике ненавидят всех немусульман. И совершив преступление против русских, россиян, там, наверное, и мусульман они поубивали, они ломятся на самую охраняемую границу, российско-украинскую границу. Чтобы что? Чтобы перейти и что сказать? Мы, братья-мусульмане, совершили там такой теракт, украинцы, примите нас? Как? Они же, если у них российские паспорта в кармане, то какого фига они едут к нам? Украинцам они враги с российскими паспортами. Для этих террористов украинцы такие же кафиры, как и русские кафиры. Какая им разница? Если они рассчитывают, что они прибегут в Украину и скажут, никуда они не ехали. Им сказали, вы должны ехать в сторону Украины, границы. И там их приняли. Вот я считаю, что так это было. Им сказали, там есть где-то в Брянской области домик, там спрячетесь, езжайте туда. Вот все, их там машиной ударили, остановили, скрутили, положили, все забрали. Все.
Переписка есть, наверное, 100% в интернете, там писали, там, иншаллах, там сады нас ждут, надо убить всех кафиров, там, третье, десятое. Все для фабулы дела уголовного. Отлично, все готово. И был, есть, все, готов, пошел. Я тут вас слушал и знаете, не знаю, где правда и ложь. Иван, анализируйте, анализируйте. Я говорю это для того, чтобы вас предупредить. Если вы будете не витать где-то в облаках и не верить своим спецслужбам, то вашим вот этим фашистским ФСБ, ГРУ, которых вы, наверное, в голове у себя представляете какими-то героями, там, туда-сюда. Там, может, и есть какие-то на самом деле, кто искренне там служит своему народу и государству. Но по большей части ваш президент – это ваши враги. Просто если не нужно мне верить, просто оставьте у себя в голове, что вот им тоже не нужно доверять. Просто на всякий случай, что с закрытыми глазами не нужно верить ФСБ, ГРУ, вашему Путину и так далее. И вот когда настанет критический момент, вы вот вспомните то, что я говорил, и не примете решение, которое выгодно им, которое вас введет в западню, из которой вы уже не выберетесь. Как тех, которых отправляли на войну против Украины. Они думали, они приедут как в Ичкерии, заваленную российскими войсками, там будут грабить на блокпостах, обдирать деньги, там, воровать унитазы, там, или как в Грузии они делали. Или как они все 8 лет это делали до того, как началась широкомасштабная операция против Украины. А когда приехали, поняли, что попали в западню, в ловушку. С этой стороны долбит украинская артиллерия, а сзади стоят заградительные отряды. И ты тогда понимаешь, какой же я был дурак. Как я оказался тут, когда передо мной абсолютно непробиваемая стена из артиллерийских снарядов и хаймерсов, и сейчас дронов, а сзади стоят свои родные русские заградительные отряды, которые тебе говорят, а ну давай пошел, мудак, давай мы тебя сейчас пристрелим. И тогда ты осознаешь, какую же глупость я совершил. Только глупость, вот такая глупость, она стоит жизни. Понимаете? И я хочу, чтобы вы сохранили свои жизни. Так, террористов так. Ичкерия навеки вечной и обсуждению не подлежит. Абсолютно верно, Шамсат. Абсолютно верно. У нас в ТикТок 124 человека как стояли, вот только сейчас перепрыгнуло, 130 стало. Как будто замерли уже сколько времени. Я думаю, что это такое? Почему для людей никак не дойдет здравый смысл? Сколько еще нужно крови, чтобы россияне уже поняли, что и кто им портит жизнь? Марк Робинсон. Не знаю. Не знаю. Да, конечно, я приезжаю на Кавказ, я в гостях, приезжаю в Якутию, Бурятию, я в гостях, приезжаю в Москву, я в общем доме для всех россиян, говорит Андрей. Так, Андрей, вы же считаете всю Российскую Федерацию своей, кричите, что Россия для русских, Москва для москвы, квартиры сдают только русским, на работу нанимаете предпочтительно русских. О чем речь? Конечно, конечно. Это, да там на каждом шагу дискриминации и такой бытовой государственный фашизм в России. Это даже, это, знаете, это в порядке вещей. И кавказцы, и мигранты, и русские, все прекрасно понимают правила игры. И там, например, если кавказцу нужно снять квартиру, он обращается к русской девушке или русскому парню, чтобы он ему помог снять. Когда он снимает эту квартиру, русский спрашивает, а вы точно тут жить будете? И если вы там рядом стоите, а вы готовы за него поручиться, вот с вами вот так будут разговаривать. И потом этот русский парень будет уговаривать, не, это хороший человек, я его знаю, у него хорошая семья, не волнуйтесь, здесь будет чисто, и так далее. И тогда квартиру кто сдает, ну ладно. И у вас еще должен быть хороший русский, чтобы вам поверили, еще язык, русский язык, прописка, там еще что-то, работа, вы в костюме должны быть там и так далее. Видно, что вы солидный человек и так далее. Да, тогда с вами еще будут разговаривать. Вот это такие правила игры, которые все знают.
такая жизнь, да. Они прекрасно знают, кто и как. Просто тут интернет-герои. Да, Руслан, совершенно верно. Совершенно. Конечно, все знают. И мы знаем, и вы знаем, что нам сейчас тут для кого-то тут строить сказки, изображать какие-то видимость. Все будет Ичкерия, да, Алмула. А да, в Национальной Республике такой отсутствует. Андрей, во-первых, Национальная Республика такой отсутствует, а во-вторых, какой привет, такой ответ, знаете, наверное, такое есть выражение, да? Мы к вам на танках в Москву не приезжали, вы на танках приехали и убивали наших женщин, детей, и мы ничего не забыли. И не забудем никогда. Самое интересное, в отличие от вас, вы удивляетесь, почему мы не можем это забыть. А вы, в отличие от вас, когда у вас кого-то убивают, вот так, как сейчас в Крокус-Сити убили, ну что они сделают? Они сейчас вот меня услышат кто-то, у кого родственники там погибли. Что он сделает? Он возьмет 100 грамм, выпьет, выйдет на лавочку, закурит сигаретку или выйдет в интернет, сядет со своим каким-нибудь знакомым и поплачется ему. Как же тяжело, да, подозреваю, что это сделал Путин. Дядя Путин это сделал. Ну что мы сделаем? Вот такая вот у нас власть. Непонятно кто, непонятно что. А знаете, что чеченец делает? Он не будет выпивать 100 грамм водки, он не будет никому плакаться. Он, если сможет, он сразу выйдет и начнет мстить, пока он не умрет. Или же он это отложит у себя в долгий ящик и ни на один день, ни на одну секунду не забудет то, что с ним сделали, с его родственником, с его близким человеком. Ни на одну секунду он этого не забудет. Вот чем мы отличаемся. И вы не можете понять, если вы нас загнали в тиски, поставили какого-то дебила с 3 классами образования, который, его отец, он агент КГБ, что вот мы там смирились и молчим. Нет, мы смирились и молчим, потому что вы убили 300 тысяч наших граждан, всех национальностей, и русских в том числе, напоминаю вам. И мы никогда этого не забудем. Ни вам этого не забудем, ни кадыровцам, ни ГРУшникам чеченским, ни ФСБшникам чеченским. Просто кадыровцы это только верхушка айсберга. Там еще есть целая разветвленная сеть и ГРУ, и ФСБ, и так далее. И их, к сожалению, вы тут много наклепали. Но мы никому никогда этого не забудем. Как-то так. На этом я свой стрим, друзья, заканчиваю. У нас уже время питания, скажем так. Не стоит мстить, нужно жаждать справедливости. Совершенно верно. Только жажда справедливости, да, об этом мы и говорим. Конечно же, только справедливость. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Хорошо, что она есть. Чтобы Россия так себя слишком развязана, чтобы не вела. До завтра, друзья. Нет, друзья, анонс, не уходим. Сегодня в 20:00, то есть через полтора часа будет очередной наш стрим Президиума, информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аяда Идигова. Всех вас ждем. Приходите и давайте будем обсуждать как раз эту тему. Аяд Идигов – это соратник Джохара Дудаева, сопредседатель Президиума правительства и человек, просто носитель огромного объема информации и очень осведомленный человек. Он многого нам сможет дополнительно, я надеюсь, рассказать про вот этот теракт и вот эти события, которые развиваются. Всего самого хорошего. Адикёль, маш, оль, бюстер, алёль.